Вот уже третий месяц, как священный Туркестан официально стал духовной столицей тюркского мира. Свидетель степной истории. Новый статус древнего города, который бережно хранит многовековую историю, озвучил Касым-Жомарт Токаев. 31 марта 2021 года на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркских государств президент Казахстана призвал начать модернизацию тюркской цивилизации. Прежде всего, с представления всему миру наследия Ходжи Ахмеда Яссауи и самого города. И именно тогда была предложена идея собрать молодежь братских народов. 21 июня впервые делегации из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана и Башкортостана прилетели для участия в международном саммите молодежных лидеров и активистов тюркских стран «Туркестан. Колыбель тюркского мира». Главная цель визита – консолидация новых поколений государств, объединенных общей историей, культурой, традициями и ценностями. Безусловно, в первую очередь участникам форума показали главную достопримечательность города – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. Такие форумы, несомненно, очень полезны в том смысле, что у нас общая культура, и на основе этой культуры мы можем проводить общие мероприятия, которые могут помогать развивать культуру сейчас в современном мире, тюркскую культуру. Она всегда испытывает влияние соседних стран. Спасибо большое организаторам. Мы впервые в Туркестане. Замечательный, прекрасный город. Очень, кстати, схожа вот наша история, потому что такие города, как Самарканд, Бухара, вот эти культурные объекты, они очень похожи. И, конечно, можно сказать, что нас объединяет многовековая совместная история. Мы очень рады здесь находиться, очень много положительных эмоций. Это удивительное место, которое позволяет прикоснуться к символу тюркской мудрости. Мавзолей состоит из 35 помещений, включающих в себя библиотеку древних книг, подземную мечеть, баню, а также зал для ритуала благословения новорожденных. Внимание всех посетителей привлекает центральная комната, где величественно возвышается Тей-Казан. Согласно истории, этот подарок мавзолею сделал полководец эмир Тимур в XIV веке. Вес гигантского котла – 2 тонны. Несмотря на ассоциацию с приготовлением пищи, на самом деле он предназначался для хранения воды. Подслащенную воду из него раздавали после пятничной молитвы. Гостям говорили о высоте всего здания, достаточно внушительной для своего времени – 39 метров. Не все туристы знают, что мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сохраняя наследие, тем самым мы, получается, сохраняем цепочку с историческо-культурным, духовным наследием, которое в течение скольки-то веков до сегодняшних дней до нас она вот в таком сохранном виде сохранилась и дошла. Как говорят по-казахски, «хуш келдегес», «хуш болдык». Начало. Надеюсь, пройдет все успешно. Спасибо за гостеприимство. Каждый квадратный метр Туркестана пропитан историей. Это доказывают археологические раскопки городища Культюбе. Более 200 делегатов познакомились с уникальными сооружениями и ремесленными инструментами древних жителей тюркских народов. Туркестан – духовная столица всех тюркоязычных народов. Тот факт, что сегодня в этом городе собираются молодежные лидеры, обмениваются знаниями и опытом, расширяется сотрудничество, является бесценным богатством тюркоязычных народов. Мы – братские народы с общей историей и общей кровью, и мы благодарны Казахстану за такую инициативу. Все же главная цель визита – это молодежный форум. В нем приняли участие больше 300 участников, как онлайн, так и офлайн. На пленарной сессии выступили авторитетные зарубежные гости тюркских стран, такие как президент Международной тюркской академии Дархан Кадарали и генеральный секретарь парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов. Международное сотрудничество тюркских стран объединяет наши братские отношения. Это важная встреча, которая должна только укрепить наши связи.
Дорогие друзья, через обширный Туркестан был дан реальный импульс интеграции между народами, история которых имеет свои корни, открылись новые возможности. Туркестан открыл путь к дружбе и цивилизации. Туркестан стал цепочкой плодотворных событий, отражающихся на международной арене. Один из них – это знаменательное и ценное собрание, объединившее 6 алашских молодых людей. Обсуждение тем саммита не ограничилось только пленарным заседанием. Диалог продолжился на панельных сессиях. Их участники акцентировали внимание на основном факторе партнерства – образовании. Казахстан уже сегодня готов выделить 50 грантов для обучения молодежи тюркских стран в Туркестане. Также подписан меморандум о взаимопонимании между молодежными организациями стран-участниц. А это значит, начинается новая эра в истории взаимодействия тюркских народов. В рамках саммита мы разработали специальное постановление. Его цель – популяризация в наших странах нашей общей истории. В будущем мы продолжим проводить подобные встречи. Пригласили на сегодняшний саммит не только представителей государственных органов, да? Сегодня присутствуют практически все республиканские молодежные организации нашей страны. Это и Жасотан, это Конгресс молодежи Казахстана, это Ассоциация Булашак, Жасулан, Альянс студентов Казахстана. С целью более укрепления сотрудничества со странами тюркского мира именно в категории, именно в сфере молодежной политики, совместной ее реализации. Эта встреча стала уникальной диалоговой площадкой для всех участников саммита. Здесь не только обменивались мнениями, но также укрепляли дружеские отношения. Казахстанская сторона показала не только красоту, историю, гостеприимство города, но и грандиозные возможности для братских народов. Сегодня мы с коллегами стали участниками форума Туркестан-Туркалим БСГ, который организован Министерством информации и общественного развития и который собрал в себя участников из разных стран, лидеров и активистов молодежного совета. На самом деле очень символично находиться именно здесь, в этом городе. Мы знаем, что Туркестан не так давно стал областным центром, но он имеет многовековую историю, более даже сказать многотысячную историю. Если официально заявляют, что возраст города более 1500 лет, на самом деле вот недавно археологические исследования доказали, что этому городу более 2000 лет. На протяжении 300 лет он был столицей казахского ханства. Здесь писались жеты жаргы, здесь похоронены 21 казахский хан, и символично, что именно здесь уже встречается молодежь нового независимого Казахстана и молодежные лидеры не только стран Центральной Азии, также у нас на форуме присутствуют гости из Турции. Эффективная государственная молодежная политика позволит обеспечить социальное, политическое и духовное развитие общества и повысить благосостояние народа. В заключительный день визита участники форума получили уникальную возможность посетить сакральные для всех тюркоязычных народов места, главный из которых мавзолей Арыстан-Баб, основанный в XII веке. Святой мудрец был духовным наставником Ходжа Ахмеда Иссауи, поэтому это место также важно было посетить. Но вот только красоту духовных мест невозможно передать словами. Это нужно увидеть. Посещение исторических памятников заряжает духовной энергией. Наши народы являются братскими. У нас единая история. В целом, саммит нам понравился. Благодаря ему мы обрели новых друзей. Следующей точкой маршрута стал городище Отерар. Некогда крупнейшее поселение сегодня представляет собой лишь руины, которые хранят множество исторических загадок. Археологические раскопки здесь ведутся до сих пор. И каждый раз найденное удивляет. Сакральные места исторического города доказывают, что нас объединяет многое – религия, культура и традиции. Современный Туркестан – это место, где, как и тысячи лет назад, реализуются самые невероятные проекты. Удивил, покорил и вызвал восторг у тюркских гостей новый многофункциональный туристический комплекс Керуен-Сарай. Он не имеет аналогов в Центральной Азии, потому как восточная сказка ожила на воде. Уникальный комплекс с летающим театром и конным представлением, театрализованным водным шоу, восточным базаром и торговыми рядами раскинулся более чем на 100 тысячах квадратных метров. А водный канал связывает здесь все сооружения.
Не могу передать словами чувства, которые я испытала на протяжении 3 дней, проведенных в этом регионе. Здесь повсюду чувствуется дух истории и древняя культура. Спасибо казахстанцам за организацию такого мероприятия. Надеюсь, молодежный саммит станет традиционным. Несмотря на сложное для всего мира время, саммит состоялся. Его участники добились главной цели – наладили пути коммуникации и взаимодействия даже в очень непростых реалиях. Будущее развитие сотрудничества между молодежными организациями тюркоязычных стран неизменно находится в центре внимания политиков наших государств. По словам министра информации и общественного развития Казахстана Аиды Балаевой, Казахстан всегда уделяет первоочередное внимание вопросу укрепления сотрудничества с тюркоязычными государствами в сфере молодежной политики. С этой целью мы провели стратегическую сессию молодежной политики совместно с Турцией. На этой сессии были рассмотрены актуальные общие вопросы, и мы пришли к соглашению об обмене опытом в сфере волонтерского движения, молодежного ресурсного центра, социальной поддержки. Мы планируем провести такие стратегические сессии со всеми тюркскими государствами, которые проявят заинтересованность. Спикер Сената парламента Маулен Ашимбаев призвал участников форума внести свой вклад в мировое развитие. Он напомнил молодым активистам об особой роли Туркестана в истории тюркского мира. Потому как развитие этого древнего города очень важно для всего тюркского мира и способствует сохранению общей истории и дальнейшему развитию тесных связей тюркоязычных народов. Вы потомки представителей этой величайшей цивилизации. 21 век – век науки и образования. В настоящее время наука и технология стали основными показателями развития государств. Тюркоязычные страны не должны отставать от этих процессов. Особая миссия здесь у молодежи. Для тюркских народов этот год отмечен круглыми датами целой плеяды выдающихся личностей, ставших гордостью всего человечества. Их имена вписаны в историю мировой литературы, науки, искусства и культуры. 1005-летие Жусупа Баласагуни, 880-летие Низами Гедживи, 580-летие Алишера Наваи, 175-летие Жамбыла Жабаева, 155-летие Алихана Бокейхана, 120-летие Хусейна Карасаева. Возрождают на сцене жизнь интеллигенции того времени артисты молодого туркестанского театра «Алтын Самрук». Актеры смогли перенести участников форума в прошлое в спектакле «Выдающиеся личности тюркского мира». Эти 3 дня Международного молодежного саммита пролетели буквально как один. Насыщенная программа, интересные встречи, яркие впечатления. Несомненно, это мероприятие оставит в памяти его участников самые глубокие воспоминания. И главное из них связано с осознанием сопричастности. Молодые представители нового поколения сумели обозначить общие векторы развития для всех тюркоязычных государств. А это значит, что начинается новая глава в многотысячелетней книге истории тюркских народов.